58 лет к 2024 году. Сотрудники энергосбыта принимают жесткие меры в отношении должников и энерговоров. Только за сутки в ходе рейдов выявляются до 10 незаконных подключений к электросети. А долги за электроэнергию в Якутске превысили отметку в 8 миллионов рублей. О взыскании задолженности и ограничении энергоснабжения узнал наш корреспондент Фултон Валареса. Показания счетчика давно записаны, провода отсоединены, но это не мешает владельцу дома, расположенного на улице Билибина, с завидной регулярностью незаконно подключаться к электросетям. Должник уже с 2014 года не оплачивает счетов на сумму долга уже в 265 тысяч рублей. К данному потребителю мы попасть не можем, он не допускает до полного осмотра, имеет большую задолженность. Регулярно у нас производится режим ввода ограничения потребления электрической энергии. И ничего с места не двигается. То есть оплат никаких нету. На сегодня начисления по актам за потребление неучтенной электроэнергии только в Якутске составляют почти 12 миллионов рублей. Это более 340 потребителей незаконно подключились к электрическим сетям. Не желая платить, люди подключаются к электрическим сетям всевозможными способами, не задумываясь о последствиях. Незаконное присоединение приводит к снижению качества электроснабжения по всей линии, большим перепадом напряжения и даже может стать причиной пожара. На данный момент расхитители с учетом ранее составленных актов вернули более 8 миллионов рублей. Впрочем, по словам сотрудников ресурсной компании, ограничение электроснабжения – это крайняя и вынужденная мера. Работа с недобросовестными потребителями, которые самовольно подключаются к электросетям, ведется регулярно. Некоторым адресам мы ездим каждую неделю, даже подключаем. Каждый день выезжаем на отключение без договорников и неплательщиков. В день порядка 8 отключений делаем. За текущие полгода специалисты энергосбыта выявили более 1000 случаев хищения электроэнергии. Общую сумму ущерба компания оценила в 67 миллионов рублей. За этот же период нарушители возместили лишь около 40 миллионов. Если говорить про якутское отделение энергосбыта, это зона деятельности город Якутск, пригороды, еще у нас 9 участков. 3 на данной территории, на данном берегу реки, и за рекой еще 6 участков. Вот всего по якутскому отделению энергосбыта мы составили более 400 актов. Это и по юридическим, и по физическим лицам. Закон рассматривает хищение электроэнергии как правонарушение. Нарушители обязаны возместить причиненный ими ущерб. Их могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Специалисты напоминают, штраф за воровство электричества будет в десятки раз выше, чем полученная выгода. Фултон Валареса, Илларион Федоров, Вести, Якутск. Через неделю вступят в силу новые статьи в административном